Символично, что 25-й чемпионат России по вольной борьбе пройдет в нашем регионе. В год 25-летия Ингушетии это настоящий подарок от Федерации спортивной борьбы России. Именно здесь, во Дворце спорта, пройдет соревновательная часть. Тут разместят 3 борцовских ковра. Соревнования пройдут в 8 весовых категориях. Перед тем, как начать заседание Организационного комитета по зданию Дворца спорта, для гостей проводят небольшую экскурсию. Президент Федерации спортивной борьбы России вместе с главой региона осмотрели зал, где пройдут соревнования, и возложили цветы к памятнику Берда Евлоева. Подготовка и проведение соревнований такого уровня требует большого внимания, поэтому к организации мероприятий руководство республики подходит со всей ответственностью. На заседании обсуждают вопросы размещения спортсменов, подготовки волонтеров и средств массовой информации. Ну и, конечно же, усиление мер безопасности во время проведения турнира. В начале встречи Юнусбек Евкуров отметил, что проведение чемпионата России по вольной борьбе – это исторический момент для республики. Именно на таких масштабных соревнованиях строится имидж региона. Чемпионат России по вольной борьбе – это довольно серьезно. Мы проводим, потому что международные кубки по парашютному спорту. Чемпионат России сейчас впервые мы провели по скальному альпинизму, но это все равно не то по своему масштабу. Вольная борьба или греко-римская борьба, вообще спортивная борьба, это совершенно другое, это масштаб совершенно другой, это порядка 1000, я так думаю. Я не беру даже болельщиков, спортсменов, организаторов, тренеров, почетных гостей, это вот такой большой набор. И люди, которые известны во всем мире, которые будут делать оценку. Но мы с задачами справимся. Почему? Потому что если мы не справились, мы бы и не просили нашего дорогого брата сделать этот чемпионат в этом году именно у нас, так как это подарок от нашего брата Михаила республике к 25-летию республики. Вот мы все справимся, и я уверен, что все жители республики, не только те, кто занимается организацией, а все жители республики будут участниками этого процесса. Почему? Потому что все хотят, чтобы этот чемпионат у нас прошел. По мнению главы, чемпионат вызовет большой интерес к вольной борьбе. В республику съедутся не только сами участники турнира, но и именитые спортсмены, неоднократные чемпионы Олимпийских игр и мировых первенств. Они же не только приедут выступать. Здесь и Федерация борьбы, и Министерство спорта организуют мастер-классы, когда эти именитые, известные, не только борцы, которые будут выступать, а почетные гости. Это 2-3-кратные олимпийские чемпионы, которые будут ходить, чемпионы мира, легенды. Они будут ходить в спортивный зал, и ребята, дети, которые знают их только по рассказам, они будут с ними соприкасаться, они будут в шутку даже их побеждать, на ковре. Когда они, конечно, будут это все видеть. А когда еще великий спортсмен рассказывает, кто он, откуда он, и этот молодой пацан понимает, что он такой же, как и он был когда-то сопляком, а сейчас вырос великим человеком. И почему он вырос? Потому что он всегда работал на час, на 2 часа больше над собой. Поэтому он стал великим. Поэтому вот это будет как раз стимул для того, чтобы дети, те, кто занимался. И для других детей это стимул будет для того, чтобы пойти именно в вольную или греко-римскую борьбу. Ингушетия богата спортивными достижениями, отмечает президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Многие ингушские борцы вписали свои имена в летопись российского спорта. Какое бы я хотел наследие, чтобы осталось здесь после этого чемпионата? Чтобы каждый родитель понял одну простую вещь. Если он возьмет своего маленького ребенка, сына, и заведет спортивную школу, неважно, какой социальной среды он находится, ребенок получит социальный лифт, ребенок получит возможность состояться. И представьте себе, мы сегодня называли уже выдающихся великих чемпионов, в том числе Назира Манкиева, многих других, которые не просто вписали свою фамилию, получили награды олимпийские, они вписали всех тех, кто... сотни, сколько земля будет существовать, столько фамилия это будет в веках прославлять человек, который сделал это чудо на Олимпийских играх. И народ свой. Почетный гость приятно был удивлен развитием спортивной инфраструктуры в республике. Дворец спорта идеально подходит для проведения соревнований самого высокого уровня, подчеркнул Михаил Мамиашвили. Тем более турнир – это не только спортивное мероприятие, но и знакомство с регионом. Для гостей и участников чемпионата будет организована культурная программа. Условия надо быть слепым, чтобы не видеть, как развивается республика.
и какие спортсооружения уже построены. И, конечно, те перспективы, которые есть, в том числе, я думаю, и наш чемпионат даст толчок дополнительный для развития и для того, чтобы ребенок мог увлечься, в том числе и нашим олимпийским видом спорта, таким, каким является вольная борьба. Свои двери для участников чемпионата России по вольной борьбе Дворец спорта «Магаз» имени Берда Евлоева откроет буквально через 2 месяца. 3 дня соревнований, более 400 спортсменов со всех уголков страны. От 18 лет и выше выйдут на ковер, чтобы побороться за звание сильнейшего. Победители турнира войдут в олимпийскую сборную страны. Руслан Албогачиев, Магомед Дидигов, Новости 24.